Женщины в нашей стране чаще всего страдают от высокого артериального давления и сердечно-сосудистых заболеваний. В 2023 году от болезней сердца умерли 7900 женщин. В рамках профилактики неинфекционных заболеваний, а именно сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, рака шейки матки и рака молочной железы, Минздрав провел месячник в северных регионах страны. Проект называется «Эффективное управление и профилактика неинфекционных заболеваний в Кыргызстане». Проект реализуется с 2017 года. Из двух больших фаз состоит. Первая фаза мы охватывали северные регионы. И во второй фазе в настоящее время мы работаем в южных регионах. И мы сейчас, получается, по всей стране работаем. Два больших компонента есть. Первый компонент – это улучшение качества предоставления услуг на уровне первичной медико-санитарной помощи. И второй большой компонент – это повышение осведомленности нашего населения о факторах риска неинфекционных заболеваний, о путях профилактики неинфекционных заболеваний. Во время месячника в медучреждения обратились 761 484 женщины. Почти 45 тысяч женщин имеют высокое артериальное давление. У 10 тысяч женщин был обнаружен высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний. У 5600 женщин имеется риск сахарного диабета. 300 женщин с подозрениями на рак молочной железы и 550 женщин с подозрениями на рак шейки матки были направлены на третичный уровень системы здравоохранения. По результатам данного месячника мы охватили 50% женщин. И по результатам этого месячника установлено, что у нас очень много выявлено женщин с впервые повышенным артериальным давлением, с пограничным уровнем сахара в крови, холестерина. Также отмечались воспалительные заболевания женских половых органов, которые могут привести к развитию некоторых онкологических заболеваний. Диабет, рак, сердечно-сосудистые заболевания являются основными причинами смертности не только в Кыргызстане, но и во всем мире. Развитию этих заболеваний способствуют нездоровое питание, недостаточная физическая активность, употребление алкоголя и курение. В профилактике очень важно знать первые признаки некоторых заболеваний. Например, при инсульте можно сохранить жизнь человека и даже предотвратить страшные последствия, если знать, как помочь при первых признаках. Для профилактики рака шейки матки и рака молочной железы важно проходить проверку каждый год. Чтобы снизить риски этих заболеваний, нужно придерживаться правильного питания, есть много овощей, прекратить курение, употребление алкоголя и увеличить физическую активность. Месячник показал, что женщины не сразу обращаются за медицинской помощью, имея первые звоночки какого-либо заболевания. Так болезнь начинает прогрессировать, и чем дольше женщина откладывает поход к врачу, тем тяжелее будет идти процесс лечения. Чтобы уменьшить риск какого-либо заболевания, Минздрав рекомендует женщинам после 40 лет бережнее относиться к своему здоровью. Аймерим Назарова, Мирлан Жаныбеков, ЛТР Бишкек. Республикалык бир айлыктын алкагында өзгөчө бир өсүштү байкадым деп айтсам болот да.